Какие проблемы есть у учителя? Хотел бы сказать не проблема, а задачи. Найти взаимопонимание с классом. Надо подобрать каждому ключик. У учителя не должно быть любимчиков. Он равноценно относится к каждому и стремится к тому, чтобы сам стал любимчиком для своих учеников. Ну, вот в кавычках. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Меня зовут Ринат Амирович Альмиев. Я не планировал стать учителем. Так сложилось, что после армии я успешно поступил в пединститут. Вот теперь уже 20 лет работаю в школе. Я бы не смогла стать учителем, потому что это очень благородная профессия, и при этом она очень тяжелая. Мне кажется, очень много эмоций уходит на детей, то есть ты за каждого переживаешь, как за своего ребенка. Самое главное – заинтересовать их новыми знаниями, поставить перед ним проблемную задачу, чтобы они могли думать. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Мы сегодня продолжаем изучать дигибридное скрещивание. Подтема сегодняшнего урока у нас называется «Наследование группы крови человека». И начнем этот урок с небольшой истории. Одно дело готовые знания преподносить, они просто это усваивают. А другое дело, если они научатся эти знания сами добывать, это уже немножко другой подход. Почему у него арест отрицательный? Отец имеет третью группу, но по генотипу он является гетерозиготным. Ринат Амирович, он иногда на уроках рассказывает такие интересные факты, которых нельзя узнать из книжек, из каких-то энциклопедий. Также у Рината Амировича богатый жизненный опыт, он может что-то жизненного опыта рассказать. Мне работа учителя с детства знакома, потому что родители раз в школе работали, я в школе вырос. Я хотел стать физиком, хотел поступить в физический факультет БГУ, но я не смог поступить. И знакомый, директор Мамяковской средней школы, пригласил меня в свою школу. Он сказал: вот класс, вот у вас новый учитель физкультуры. Если будут вопросы, обращайтесь ко мне. Он сказал, вот так он меня заманил в школу. Учительский труд увлекателен, заставляет работать над собой, повышать квалификацию, быть в поиске новых знаний. Настоящий учитель живет жизнью своих учеников, переживает за их успехи и неудачи. Мне бы очень хотелось соответствовать этому идеалу. Хорошо. Теперь давайте попробуем определить гаметы. Выбираем. Большая. Контакт между учениками и учителем всегда интересно и увлекательно передавать кому-то свои знания другим, чему-то обучать их. Это очень трудоемкая профессия, но все равно вот эта вот радость, которую ты получаешь от того, что ты общаешься с детьми, это просто незаменимая вещь. У нас замечательный учитель, он всегда нам помогает всем. Может по второму или по третьему разу объяснить так, чтобы каждый понял. Мне по душе и биология, и технология. Я люблю работать и руками, потому что я парень деревенский, я умею работать руками. Это, между прочим, очень помогает, когда биология сочетается с технологией, потому что когда руками работаешь, голова немножко в другом направлении работает. Это разные предметы, и каждый предмет по-своему очень важен. Если человек не будет трудиться, то наш мозг просто погибнет. Тут в любом случае нужен мальчику, то есть элементарно что-нибудь сломается в доме, и что ты будешь делать? Звать на помощь кого? Папу?
же будет дом или квартира, и там я должен, как мужчина, работать и чинить не работающие разную сантехнику. Там. Или просто дома тумбочку отремонтировать. Когда будет у меня семья, мне надо будет построить дом, и как-то это пригодится. У учителей, наверное, личной жизни нету, в этом и большой минус. Даже учитель, когда находится дома, он думает об успеваемости, какой новый материал на уроке рассказать, чтобы быть интересным для своих учеников, быть актуальным. Если, например, у меня и появляется свободное время, я сразу знаю, что надо помочь этому сыну, другому сыну или дочке. Ну, у нас это взаимопонимание сразу с одного взгляда, наверное. Мы работаем с тобой с лоскутками. А откуда мы их взяли, кстати? Из разных лоскутков, которые остались от остатков наших фартуков. Мы из отброса выполнили Прихватку. Урок труда – это очень важный урок, потому что это все равно работа руками, а работа руками, она будет актуальна многие века. Если мы, девушки, там, перестанем шить, ну, какими мы будем девушками? То же самое, что и готовить. Если мы не будем готовить, то как мы будем кормить своих мужей, детей? Я очень люблю труд, поэтому стараюсь не отставать от девочек. Я научилась вышивать. Этого я никогда не пробовала. Научилась шить руками лучше. Машинку научилась заправлять и шить на ней. Также готовить разные блюда. Ну, например, если на одежде появится дырка, ее можно будет зашить самим, а не нести в ателье. Да, здесь можно научиться разному, также строить комнаты, учиться шить и многому другому интересному. Все женщины станут мамами, женами, и обязательно пригодится это все в жизни. Мы должны им объяснить, как правильно держать, может быть, элементарную иглу, ножницы, потому что многие сейчас в современных семьях этому совсем не уделяют внимания. То, что я прохожу в школе, я могу показать родителям дома и применять это спокойно. У кого-то хорошо получается, а у кого-то еще лучше получается. Вот. И они, когда работают, как бы между собой соревнуются, у кого лучше получится. Вот у них вот такой азарт на уроках технологии. Если у кого-то лучше получается, вот он, герой этого дня. Технологии же находятся на стыке и геометрии, и математики, и физики, получается. Поэтому здесь они как раз все полученные знания в школе здесь на практике используют для изготовления такого ящика, например. Мне очень нравится работать в школе, работать с людьми. Единственное, что хочется, чтобы на учителей обратили больше внимания органы власти, чтобы учительский труд был оценен. Коллектив у нас очень сплоченный, дружный. Директор у нас очень требовательно. Если поставил задачу, то требует этого выполнения. В тех школах, где директор хорошо работает, там и учителя хорошо работают. Я восхищаюсь людьми, которые решили посвятить себя такой благородной профессии. Ведь не каждый человек может дать знания человеку, чтобы потом он смог эти знания передавать, переносить по жизни, применять в своей жизни. По профессии я пока хочу стать трудовиком, учить, например, будущее поколение, как работать с пилой, с инструментами разными. Я хочу стать учителем, либо же врачом, но больше я склониваюсь к выбору учителя, так как это профессия неординарная, и мне нравится, когда я помогаю другим людям, даю им знания.
Я хочу стать хирургом, потому что хочу помогать людям и не хочу, чтобы все люди болели. Ну, я еще не думаю, мне еще рановато думать о профессии. Ну, а так-то я хочу летчиком стать. И так же, как мой учитель, я хочу преподавать, пускай даже в медицинской сфере. От учителя будет зависеть, насколько будут специализированы наши кадры и востребованы на рынке труда. Я бы хотела посвятить себя медицине. Это все благодаря Ренату Амировичу. Он именно влюбил меня в биологию. Каждый учитель хвалит свой предмет, настаивает на его важности и особенности. Я тоже не исключение. Тоже буду настаивать на важности предметов технологии и биологии, поскольку биология – наука о жизни, в которой мы живем, а технология – это воплощение этой жизни на практике. Смотрите, крутите как ключ. Молодец, Самара. Молодец, отлично. Пятерка. Принцип у меня очень простой, но емкий. Учить не всех, а каждого. В этом заключается индивидуальный подход к каждому ребенку.